Доброе утро, ребята! Меня зовут Карине Хабирова, я врач-стоматолог, и сегодня я вам расскажу о том, как сохранить здоровье ваших зубов и белоснежную улыбку. Сегодня мы встречаемся в непростое время для всех нас и в необычных условиях. Но с другой стороны, у нас появилась возможность проявить все свои лучшие качества, даже находясь дома. Первое, что мы должны делать и что мы должны запомнить, что здоровье зубов – это не только здоровье зубов, а здоровье всего нашего организма. Чистим зубы мы 2 раза в день, утром и вечером. Но вот вопрос, сколько по времени мы должны уделять чистке зубов? По времени мы должны уделять 3 минуты. Сейчас я вам наглядно покажу, как вы должны держать зубную щетку в полости рта. Сегодня у меня вот такой замечательный пациент, на котором будет очень хорошо видно, как мы должны чистить зубы и как должны направлять щетку при чистке зубов, чтобы не повредить десну и при этом дать возможность хорошо прочистить каждый зуб. Мы берем щеточку и ставим ее на шейку зуба и делаем выметающие движения, направленные к краю нашего зуба. Вот таким образом. Как будто бы счищаем налет сверху вниз, сверху вниз. То же самое делаем в передней части и делаем с другой стороны. Но зуб нужно очищать со всех сторон, и с внешней, и с внутренней стороны. Поэтому мы также переносим щеточку и будем чистить вот таким образом. И на нижней челюсти. На нижней челюсти ставим щеточку с другой стороны. Снизу вверх, снизу вверх. Ребята, жевательную поверхность зубов, наши бугорочки и наш режущий край зубов мы чистим вот таким образом, чтобы зайти во все фиссурки, которые у нас есть, и прочистить. Сразу покажу, как чистить нельзя. Чистить нельзя ни в коем случае вот так, потому что так мы забиваем межзубные промежутки, которые у нас есть, еще больше налетом. И все, что у нас там осталось, мы проталкиваем между зубами. И при этом еще можно, если вдруг у кого-то щетка более жесткая, можно повредить саму эмаль и десну. Десна у нас очень нежная ткань, которая легко повреждается зубной щеткой. Поэтому очень важно правильное направление и выбор зубной щетки. Зубная щетка не должна быть жесткой. Она должна быть средней жесткости, либо мягкая. После чистки зубов щеткой и пастой мы используем зубную нить. Зубная нить для чего нам нужна? Для того, чтобы прочистить межзубные промежутки, куда не проходят щетинки нашей щетки. Каким образом мы чистим зубной нитью? Мы должны ее проводить между зубами, при этом не испытывая боли около десны, для того, чтобы не повредить, опять-таки, нашу мягкую и очень нежную десневую ткань. После чистки зубной нитью мы используем ополаскиватель для полости рта. Ополаскиватель для полости рта нужен для того, чтобы смыть все бактерии, он обладает антибактериальной функцией, и еще он создает гладкую пленку на поверхности нашего зуба. Для того, чтобы когда мы пойдем дальше с вами завтракать и в течение дня что-то еще перекусывать, пить, чтобы налет не прикреплялся к поверхности нашей эмали. Сейчас в вашем возрасте многие ребята проходят ортодонтическое лечение и уже с этим знакомы. У кого-то стоят различные аппараты, либо съемные, либо несъемные, у кого-то стоят брекет-системы в полости рта. Вот здесь с гигиеной нужно быть максимально внимательными. И если ребятам, у которых нет никаких аппаратов в полости рта, достаточно чистки зубов 2 раза в день по 3 минуты, то ребятам, у которых стоят брекеты, либо если есть какие-либо аппараты в полости рта, здесь нужно уделять внимание намного больше. И профессиональную гигиену у доктора-стоматолога делать не 2 раза в год, как это делается для профилактики, а желательно 3-4 раза в год.
Так как вы сейчас находитесь на домашнем обучении, наверняка у каждого есть соблазн забежать в перемену на кухню и съесть что-нибудь сладенькое, что-нибудь вкусненькое, какую-нибудь печенюшку или какую-нибудь конфетку. Вот сразу скажу, что это самое вредное, что может быть для ваших зубов. Использование сахара в нашей пище привело к тому, что у нас появляются различные аллергии. Пусть даже не явные, но при этом происходит небольшой отек слизистой в полости носа, в полости рта. И это затрудняет дыхание. А когда у нас нет полноценного дыхания носом, у нас неправильно развивается верхняя челюсть и, соответственно, вся зубочелюстная система. И также, когда мы используем мягкую пищу, у нас нет определенной правильной нагрузки на то, чтобы развивалась и костная ткань, и укреплялись наши зубы. Неправильный прикус – это неправильное положение тела в пространстве, это неправильное положение стоп, суставов, головы, позвоночника и много-много других факторов. Я бы вам посоветовала использовать полезные перекусы, которые и приносят пользу не только зубам, но и всему организму. Это, например, нарезанная морковка, нарезанные яблочки или, например, те же ломтики сельдерея. Дорогие ребята, надеюсь, мои советы и рекомендации вам помогут сохранить ваши зубы здоровыми, и по окончании карантина вы все будете блистать белоснежной улыбкой. Кто день начинает с улыбки, у того все получается. Хорошего вам дня!